Кто не знает шутку, что часто доносится вслед дамам-водителям: женщина за рулем, что обезьяна с гранатой. Однако прекрасная половина человечества, вопреки всем стереотипам, доказала обратное. Женщина умеет, как и мужчина, отлично справиться с рулем. Это и необходимость, говорят сами женщины, и некая независимость от мужчин. Ведь поехать за покупками в магазин, отвезти детей в детсад или школу намного удобнее на машине. Но вообще это желание, наверное, идет с детства. Отец пытался с детства, наверное, с лет 15-16 прививать уже любовь к машине. Пытался где-то даже обучать. Училась я очень давно, закончила автошколу. За рулем вот каждый день уже 7 лет. Да, хотя документы я получила лет 18 назад. Для меня это жизненная необходимость. С помощью машины решаю очень много проблем. По словам Марины, будучи за рулем уже более 7 лет, особых трудностей она не почувствовала. Ей в этом плане всегда сопутствовала удача, отмечает дама. Но, тем не менее, осторожность на дорогах проявлять необходимо. На дороге я себя чувствую очень уверенно, очень хорошо. Хамства за столько лет я не наблюдала. Меня ни разу не наказывали. Я стараюсь всегда иметь при себе документы, всегда быть пристегнутой, без телефонов, скорость соблюдать на дорогах. То есть я всегда стараюсь выполнять те требования, которые предусмотрены правилами. Для своих коллег Марина во многом стала положительным примером. Водит машину, мобильно решает возникающие проблемы по передвижению на работе, возит детей на автомобиле на выездные мероприятия. Конечно, это очень большое подспорье на сегодняшний день, как и для женщины, потому что в обществе очень много в последнее время встречается женщин за рулем. Я хочу сказать, что Марина Федоровна в том плане, что она ездит сама за рулем, это очень большое подспорье для нее, потому что всегда она на работе вовремя, всегда надо, если куда-то подбросить без проблем. Это в ее работе очень помогает, потому что она является таким вспомогательным фактором или подспорьем решить все моментальные вопросы, которые возникают. Часто решаются проблемы: привезти, увезти что-то, привезти в детский сад. То есть мы не прибегаем к таксистам, помощи таксистам. Женщина за рулем более пунктуально, осторожно, говорит коллега Марины. Сегодня совсем не актуально выражение «женщина за рулем, машина без водителя». Что на дороге женщины имеют такие же права, как и мужчины. И тот факт, что многие мужчины шутят, что женщина за рулем, как обезьяна с гранатой, это не есть правильно. Потому что на моем опыте очень много, у меня тоже есть много подруг, знакомых женщин именно за рулем. И довольно часто практика показывает, что женщины более внимательны, они лучше соблюдают правила дорожного движения. Во время езды на автомобиле многие женщины в большей степени, чем мужчины, руководствуются инстинктом самосохранения как в своей жизни, так и того человека, что находится рядом. Зачастую именно это и определяет их стиль вождения, делая его более безопасным. Как показывает практика, женщины более ответственны на дорогах, более осторожны, внимательны и аккуратны.